Здравствуйте, в эфире «Чегемская правда». Сегодня у нас опять после небольшого перерыва в гостях наш постоянный эксперт Астамур Таня. Будем говорить о многом. Будем говорить о Грузии, будем говорить о конституционной реформе, о выборах в органы местного самоуправления. Начну все-таки вот как бы с Грузии. Да, вот эти протестные акции. Астамур, добрый день. Вот эти протестные акции, они, в общем-то, показали, что все ушло на спад фактически. Да? Там оппозиция раскололась, какая-то часть пошла, она участвовала в этих выборах, какая-то часть бойкотировала. Третья часть пыталась взять штурмом президентский дворец, но все вот как-то все выдохлось. В этом контексте какие перспективы вот у этой власти, у грузинской мечты, какие перспективы вообще у грузинского политического спектра в силу того, что пропасть между властью и оппозицией, она огромнейшая? Что ты скажешь по этому поводу? Ну, что тут можно сказать? Любая власть, сколь-либо продолжительная особенно, она же не просто так держится. Значит, общественный запрос именно на такую власть. Вот. Конечно, был период таких радужных каких-то надежд на евроинтеграцию. Грузины были одни из самых первых еврооптимистов на постсоветском пространстве. И в Европе тоже было такое впечатление, даже Грузию называли маяком демократии, это при Саакашвили. Ну, мы все это помним. Ну, на самом деле, реалии показали, что общество по своим параметрам, оно далеко до вот этих евростандартов. Правда, с евростандартами в последнее время тоже большие проблемы, потому что, собственно, в Евросоюзе проблемы. Особенно со странами бывшего социалистического лагеря. Вот. Но это неудивительно, потому что это молодые, пока не успевшие самореализоваться нации со своими нереализованными национальными амбициями. Поэтому в постсоветских государствах, это касается в полной мере Восточной Европы, в них достаточно высокий такой градус национализма и вполне себе таких партикулярных настроений. Вот они... Но это, кстати, показало, что вот этот уклон леволиберальный, он был слишком крутой даже для стран старой Европы. Мы сейчас видим, что и в них происходит процесс поправления. Потому что эти государства столкнулись с тем, что очень незначительная часть общества фактически работает и тащит на себе всю социалку. Плюс к этому миграция, ну, куча других проблем, которые, в общем-то, из-за которых мы видим, что существует кризис идеологический. И этот вакуум, конечно, будет заполнять более правые силы. Да. Но, еще раз говорю, для постсоветского пространства еще более актуально. Потому что грузинское общество, как вот показывает, это все было, как показало время, такая легкая позолота. На самом деле, по своим глубинным параметрам, это, конечно, консервативное, во многом клерикальное такое общество грузинское. И если бы, допустим, вот это либеральные силы действительно имели опору серьезную, они бы уже давно решили свои задачи. Вот. Так что это объективно такая ситуация. И если говорить о грузинских властях нынешних, ну, в чем им не откажешь, это в умении чувствовать, во-первых, почву под ногами, и с нюхом у них, судя по всему, тоже все в порядке. Они избрали стратегию, ну, или избрали линию стратегического лавирования.
и прежде всего во внешней политике. Ну, регион сложный, опасный, такие крупные амбициозные соседи вокруг. Вот. И можно сказать, что стабильность в этом регионе, она поддерживается за счет баланса вот этих крупных игроков. Здесь нужно не прогадать, чтобы не оказаться, допустим, в ситуации, в которой, например, Армения оказалась. Вот. Поэтому я думаю, что они уже показали, что они могут такую линию проводить. Сейчас, конечно, они после местных выборов они еще более упрочили свои позиции. Не знаю, какие-то санкции последуют со стороны Евросоюза в отношении Грузии. Я думаю, что нет, потому что вот говорят, что будет отменен, допустим, безвизовый режим. Сомневаюсь, потому что это никак не подорвет позиции действующей власти в Грузии, вот, не усилит на нее давление, я бы так сказал. Вот. Поэтому я думаю, что просто будет заморожен процесс дальнейшей евроинтеграции. Не знаю, может, какие-то будут персональные санкции, но мне кажется, что каких-то прям кардинальных мер в отношении Грузии применено не будет, потому что, еще раз говорю, это было бы странно на фоне того, что происходит, собственно, в Евросоюзе, да и в других странах, которые считались вот, в орбите, что называется. Это. Вот, как ты смотришь вот, на то, что долгие годы там, как бы, Грузия шла в Евросоюз? Долгие годы, то есть заявляла о том, что вот ее конечная цель – это вступление в Евросоюз и так далее. Сейчас, в общем-то, может, и в риторике что-то остается, но по действиям абсолютно как бы противоположные движения, да, то есть явно видно, что Грузия дистанцируется от Евросоюза, то есть есть большое охлаждение в отношениях между Брюсселем и Тбилиси. В этом контексте как это может сказаться на перспективах вот, по грузино-абхазскому конфликту и так далее? Я не знаю, мне трудно судить о настроениях всего общества или политических элит. Вернее, взгляд довольно искаженный у нас, в силу того, что мы извлекаем это впечатление из информационного пространства. Если говорить об информационном пространстве, то оно, конечно, никак не благоприятствует налаживанию наших отношений. Потому что, постоянно какие-то агрессивные нападки. Это вот эти старые, вот эти клише пропагандистские про пришлый народ, что там захватили, присвоили себе историю и так далее и тому подобное. Вот до смешного доходит. Одна у нас была передача, одна из с тобой передач была, и я попал случайно на двух комментаторов. Они позиционируют себя, кстати, как проевропейские, но по риторике они националисты, конечно. Вот. А один задался вопросом: как ты думаешь, почему называется передача «Чегемская правда»? Не намекают ли они этим самым на свое северокавказское происхождение? Потому что в Кабарде-то есть Чегем. Это совершенно... Может, они так шутят неудачно, или они полные... Или о полном невежестве говорит, потому что, во-первых, Чегем есть и в Абхазии. Во-вторых, Сандро из Чегема это прям такое знаковое произведение. Автором его является абхазский писатель Фазыль Искандер, очень популярный в Абхазии. Поэтому, наверное, мне казалось, что естественно было бы для грузинских комментаторов немного знать об истории, культуре хотя бы современной Абхазии. Но с этим, кстати, большие проблемы. Вот сейчас эта теория Ингорокова, она все время всплывает. Ее, кстати, подхватили в научном сообществе, потому что это, видимо, приносит какие-то дивиденды. Но если говорить о классиках грузинской истории,
Но иногда вот ты думаешь, может, люди знают о том, что писал о существовании Ивана Джавахишвили только благодаря тому, что он на банкноте в 5 лари изображен. Но надо же почитать его труды, которые касаются и этногенеза Кавказа, и грузин, и истории Грузии. Это же совершенно будет тогда отличное впечатление от того, что насаждается в обществе. Ну, как мне говорят, и в школах подобные вещи преподают. То есть, о чем это может говорить? Это может говорить о том, что грузинские элиты и люди, которые формируют общественные дискурсы информационные, они не нацелены на примирение какое-то, на разрешение проблем, существующих между абхазами и грузинами, они старые эти проблемы, вот, а на реванш. Вот. То есть в случае удобного какого-то изменения для Грузии ситуации, это общество очень легко возбудить на какие-то силовые действия. Потому что идеологическая картина таким образом формируется. Это, ну, мне кажется, это понятно, что это для нас угроза. Мы это должны оценивать как потенциальную угрозу. Вот. Но это угроза и для самой Грузии. Понятно, что мы малочисленны относительно грузин народ, но и грузины не в блестящем положении находятся. У них и серьезные геополитические проблемы, демографические проблемы очень серьезные, окружение очень тяжелое. То есть проблемы существуют и с выживанием, собственно, грузинской нации. Поэтому, мне кажется, у нее нет ресурсов, чтобы готовиться к каким-то вот подобного рода действиям. Поэтому, ну, я еще раз говорю, может, это мое впечатление почерпнуто из вот этих комментариев, которые сопровождают всякую передачу. Даже до смешного доходит. Какую-то абхазскую танцевальную группу показывают. В интернете вижу 500 комментариев, 300 комментариев. Думаю, а что там комментировать? Ну, люди танцуют. Читаешь, когда это абхазы танцевали? Это их научили танцевать Сухишвили, Рамишвили. Ну, слушай, ну Сухишвили, Рамишвили, они гигантскую роль вообще сыграли в хореографии кавказских танцев. Но ведь надо же понимать, что получается, до Сухишвили, Рамишвили абхазцы не танцевали. Во-первых, об истоках, если говорить, где учились Сухишвили, Рамишвили, Чабукиани. Посмотрите, кто их учитель. Это Мария Перини, итальянка, родом из Турина, которая танцевала в Тифлисской опере, создала школу балетную. Неужели мы думаем, что наши предки вот так на досках танцевали? Это надо было в травмпункт сразу ехать после таких танцев, не на подготовленной поверхности. То есть, ну вот какой-то вот, это говорит о высоком градусе, во-первых, национализма, во-вторых, в таком национальном высокомерии. Да, с таких позиций очень трудно разговаривать, потому что там же рационального ничего не будет. Потому что, ну, может, один дурак задаст столько вопросов, что 100 мудрецов не ответят. Вот мне кажется, с этим должна работать грузинская интеллектуальная политическая элита, с этим дискурсом, если они думают о дальнейшей перспективе. Но у них, как бы, при том, что они, в общем-то, все время говорят о своих намерениях там, решить мирным образом конфликт существующий, тем не менее, там с абхазцами, с властями Абхазии они не собираются говорить. Я как понял, у них вся надежда на Москву, на то, что вот им удастся через Москву как-то вот этот вопрос решить. Ну, это же мы уже много раз говорили, это уже проверенный, кстати, путь. Они, во-первых, Москва, она же бывшая не бывшим не сделает, потому что уже пройден большой путь во взаимоотношениях Абхазии и России. И так просто это все перечеркнуто не будет. Вот. Единственное,
о чем можно говорить, я считаю, это о вопросах, которые представляют взаимный интерес. Это вот мы все время говорим про, допустим, транзит, торговлю. Это вопрос стратегии на Кавказе. Вот здесь существуют какие-то модели, которые могли бы быть применены. А тогда уж, когда это все, если вдруг заработает, это, естественно, повлияет на экономику, на контекст повлияет. Естественно, приведет это, конечно, и к охлаждению вот этого эмоционального накала, вот, который существует в взаимоотношениях между абхазами и грузинами. Вот. Поэтому это со всех сторон было бы выгодно. Вот. Но мы сейчас видим, что процесс продолжается, кстати. Вот сегодня, по-моему, я прочитал, что Азербайджан разрешил транзит через свою территорию грузов на направлении Армении. То есть это же мы привыкли уже там, что там такие вот новости идут, да, позитивное налаживание отношений между этими двумя странами. Вот. Но это еще вот один шаг. И актуальность повышается. Разблокирование коммуникаций здесь. Здесь модели можно найти всегда. Но если начинать с вопросов, допустим, 2 века нашей эры, 16 века. Вот. Кстати, вот они говорят, что абхазцы с гор спустились в 16 веке. Уже 500 лет прошло? Нет, в 17. 400. Да. Америка сколько существует? Да, да, хорошо. Вот. То есть это вот эти все вопросы, их нужно оставить ученым, заниматься прагматическими делами, вот, которые в интересах и Абхазии, и Грузии, и других игроков, которые имеют интерес в регионе. Ну вот сейчас, тем не менее, вот я вот последнее время наблюдаю в абхазских соцсетях, очень активно говорится о том, что на границе, на Ингуре, с абхазской стороны фактически уже построен терминал, готовый там для принятия грузов. Насколько вообще это реально? Я не думаю, что вот терминал просто без какой-то... Надежды, видимо, какие-то были у каких-то, наверное, бизнес-кругов или что-то. Мне кажется, что время просто уходит. Вот, когда, может, это и не понадобится. Вот, потому что дорога ложка к обеду. Если коммуникационная сеть Южного Кавказа развернется в восточном направлении, ну, потом интереса будет гораздо меньше. Потому что это серьезные инвестиции. Это не $1 миллион. Ну, это же так просто легко тоже транзит. Даже если все политические проблемы будут сняты между Абхазией и Грузией, вот, это гигантский вопрос экономический. Кто инвестирует, на каких условиях, что нужно. У нас вот, допустим, в советские годы строили объездную шоссейную дорогу, но там стоят недостроенные циклопические сооружения. Это, я представляю, какие предполагались капитальные вложения в это дело. Сейчас это же ни Абхазия, ни Грузия такие траты не потянут. Это должен быть какой-то внешний инвестор, который заинтересован в эксплуатации этой магистрали через нашу территорию. То же самое, наверное, железное, это более легкий считается вариант, но туда тоже нужны инвестиции. Так что, мне кажется, абхазским властям тоже нужно в этом смысле проявлять инициативу, в том числе в публичной сфере. Они должны говорить, как они видят свое участие в этом процессе. Потому что официальная позиция абхазских властей на этот счет, она неизвестна. Может, она существует как-то кулуарно, но публично она не озвучена. А это нужно озвучить. На каких условиях абхазская сторона готова с этим вопросом работать. Или, может, она вообще не готова, мы не знаем тоже, мы просто говорим. Вот пока вот все так висит в воздухе. Хорошо, перейдем все-таки вот к теме, опять же, конституционной реформы. Да, вот дело, кажется, застопорилось. Да, вот сам процесс застопорился, потому что, в общем-то, рабочая группа
свои предложения сделала, но там как бы парламент готов рассматривать только вопрос перераспределения полномочий между исполнительной и законодательной ветвями власти. Вопрос... Я, честно говоря, не знаю. Парламент так сказал? Да. А вот вопрос избирательной системы, изменения избирательной системы, перехода от мажоритарной к смешанной системе, он как бы пока не рассматривается. Ну, я думаю, что это правильный подход. Потому что это же нельзя изолированно смотреть. Я всегда говорю, я, во-первых, сейчас считаю, что вообще не время для таких, я уже говорил, что сейчас не самое подходящее время для таких глобальных правовых перестроек. Ну, мы упустили очень много благоприятного периода. Ну, вот, а сейчас я не знаю. Это же... Конституционная реформа такого в России – это не просто косметическая. Вот, например, учреждение Конституционного суда, пусть никто не обижается, не знаю, я извиняюсь заранее. Я считаю косметической реформой, потому что можно было просто учредить в рамках тогдашнего законодательства Конституционную палату в рамках Верховного суда. Вот, сейчас, потому что Конституционный суд у нас... Ну, я думаю, очень мало дел рассмотрел за это дело. У меня статистики нету, но думаю, что... Я не слышал, что кто-то хотя бы... Да, вот. То есть излишняя структура получилась, не нагруженная реальным функционалом. Вот. Это, я считаю, что косметическая реформа. Может, просто кто-то хотел отчитаться, что он провел конституционную реформу. Вот. Главное заключалось в чем? Осуществить перераспределение полномочий. Снизить полномочия президента, передать часть этих полномочий парламенту. Вот в чем заключалась функция. Если ты сейчас поменяешь избирательную систему, а архитектуру политической власти оставишь прежней, ну это просто усилит еще раз позиции исполнительной власти. И это для исполнительной власти тоже, кстати, очень будет вредно. Это приведет к еще большей монополизации власти уже через партийные провластные структуры. Вот что будет. Вот. Поэтому, если в парламенте такая позиция, действительно надо сначала говорить о перераспределении полномочий, а потом об избирательной системе. Потому что, честно говоря, избирательную систему, не меняя Конституцию, тоже можно поменять. Потому что надо закон просто поменять. У нас не написано в Конституции, каким образом проводятся, по какому принципу осуществляются выборы в парламент. Поэтому, если делать, то надо делать вместе. Вот. Надо подойти, это же уже, сейчас такой спешки уже нету. Вот. Надо основательно к этому вопросу подойти. Тем более, даже с этой пропорциональной системой. Вот вопрос. Вот, проводить выборы, как правило проводится, по одному избирательному округу, то есть по единому избирательному округу, когда вся страна является единым избирательным округом, люди приходят, за какую-то партию голосуют. Вот. Или взять, разбить страну на несколько округов. Потому что у нас же стабильность в Абхазии держится в том числе на межнациональном консенсусе. Вот чтобы этот межнациональный консенсус не подрывать, может быть, подумать о такой форме. Не по единому проводить избирательному округу, а разбить на 8 округов. То есть, чтобы каждый регион избирал столько депутатов, сколько избирает сейчас. Или пропорциональное тому количеству, если будет увеличено количество депутатов. Вот, потому что так может получиться, допустим, что один какой-то слишком населенный район, Сухум, допустим, более населенный, фактически всех пропорциональных депутатов изберет, или большую часть изберет Сухум. Вот в Сухуме будет 100 тысяч населения, в остальной Абхазии 120, да? Значит, большую часть пропорциональных, если будет единый округ, большую часть пропорциональных депутатов изберет Сухум. Вот что может получиться. Поэтому это мы должны учитывать. Сейчас у нас, видите, какая нарезка? По разным регионам разное количество депутатов. Вот это же не случайно все было создано.
Вот поэтому кажется, что легко, а когда ты начинаешь вглубь копать, оказывается, что гораздо сложнее. Поэтому надо все это учесть и так сделать, вот, чтобы мы потом не искали пятый угол. Ну, с другой стороны, ты говоришь вот о партийной системе, но при этом партии у нас практически не развиваются, да, то есть вот отсутствие всяких стимулов, они приводят к тому, что у нас как бы, в общем-то, достаточно вот искусственно выглядят эти партийные организации, то есть это такие любительские клубы, там, болеющие там за кого-то конкретно. И отсутствие развития привело к тому, что наша политическая элита, она, в общем-то, лишилась каких-то не имеет уже возможности вот рождать вот этих харизматичных личностей, которые там как бы вели за собой. То есть, если посмотреть, на кого сейчас ориентируются, это все люди, которые там вышли, там, условно говоря, там, те, которые в 90-е годы, да, зажигали, условно говоря. Сейчас вот в контексте выборов в органы местного самоуправления партии, ну, как бы практически их не видно. Ну, там Единая Абхазия, она там как бы пыталась долго раскачиваться, там, раскручиваться, то есть, но тем не менее она тоже как бы не особо густо выставилась на этих выборах в органы местного самоуправления. Там Амцахара где-то выставился, где-то Айтайра, в оппозиции вообще ее как будто бы сейчас нет, там единственное, там в Гальском районе один кандидат выдвинут от форма народного единства. Собственно говоря, из всех, вот я смотрел статистику, из всех баллотирующихся только треть как бы кандидатов, они как бы представлены партийными организациями какими-то. То есть, в общем-то, ну, мне кажется, вот этот такой кризис достаточно характерный. Я не хочу тоже неправильно быть понятым. Я не противник пропорциональной системы, повышения роли партии, потому что партия – это политическая школа. Если действительно мы избирательную систему не поменяем, я просто говорю об очередности, что нужно осуществить перераспределение полномочий, а потом в рамках этих, тогда будет понятно, какую ответственность на себе партия несет. Потому что если, допустим, от партии будет зависеть формирование правительства, сейчас же не зависит. Вот сейчас ты сделай пропорциональную систему при нынешней конструкции, все равно правительство будет формироваться единолично президентом. Так же? Но если от партии будет зависеть, вот это ее роль повышает, а не просто, что только она может избираться в парламент. Вот. То есть я именно это имел в виду. Конечно, нужно усиливать роль партии, вводить пропорциональную систему. Я, еще раз говорю, я сторонник того, чтобы это был не единый избирательный округ. Вот, потому что из этого вытекают те проблемы и другие, о которых я говорил. Вот. Но местные выборы. У нас, во-первых, очень мало полномочий органов местного самоуправления. Они даже практически не влияют на того, кто глава администрации. Но, с другой стороны, не принимают бюджеты. Да. Городские. Да, но этим тоже надо уметь пользоваться. Конечно, роль партии надо повышать. Сразу это тоже надо понимать, что это не лекарство от головной боли. Это лекарство, которое имеет накопительное свойство. За один раунд выборов, за два, даже за три это не меняется. Вот в Грузии вообще перешли к парламентской системе. Вот, и что? Там полная монополия грузинской мечты. Вот, то есть это же не, здесь проблемы прежде всего, конечно, они в самом обществе. Это просто партийная система – один из стимулов развития общества. Вот, надо общественными многими проблемами заниматься. Образованием, молодежью прежде всего. Вот. Новой, молодой, сменой, которая
возьмет на себя ответственность за будущую политику страны. Так что это очень сложный процесс не только партийного, но и государственного, общественного строительства. Вот. А то, что оппозиция не участвует, это для меня, конечно, странно, что они только, может, у них какая-то тактика, я не знаю, может, они рассчитывают, что их сторонники без объявления о своей партийной принадлежности примут участие. Может, в этом тактика заключается. Я не исключаю, не погружен в эти процессы. Но в любом случае, у нас, знаешь, вот сама тенденция-то, она нехорошая. Потому что политика, она должна быть публичной. Кулуарно там вот что-то продвигать, там на уровне каких-то групповых договоренностей, которые на поверхности не видны, а потом в наших условиях малого общества это все наружу вылезает. Надо заниматься публичной позицией, формировать свою политическую идеологию. И это и оппозиции касается, и власти, и всех других. Чтобы было понятно, кто белый, кто красный, куда они вообще собираются страну вести. Это большая проблема. У нас странно, что политика пытаются ее затащить все время под ковер. В Абхазии это крайне трудно будет сделать, потому что в силу того, что все друг друга знают. Но, возможно, как-то связано, наверное, вот с достаточно напряженными президентскими выборами, которые были в марте. И вот... Ты знаешь, что это отчасти связано с психологией чиновничьего аппарата. Вот у нас какие бы революции ни происходили, а главным получателем дивидендов у нас становится чиновничий аппарат, который, кстати, практически не меняется уже на протяжении долгих лет. Вот, потому что поэтому одна из идей конституционной реформы должна быть нацелена на дебюрократизацию. Потому что у нас большой аппарат, который не зависит от электоральных циклов. Ни от парламентского, прежде всего, это, конечно, администрации президента касается. Вот, потому что это очень влиятельный орган власти, который по Конституции никакой ответственности не несет, но за все решения через администрацию принимаются президента. Вот, поэтому вот это важно, чтобы бюрократический аппарат был подотчетен обществу. В этом и партийная задача тоже состоит. Иначе это все будет аппаратные игры. Это будет называться партиями, а на самом деле это будет аппаратная игра. Мы будем все-таки сворачивать наш сегодняшний эфир, заканчивать. Оставим что-нибудь на... Да, оставим что-нибудь, на следующем. Достаточно много чего проговорили. Мы говорили и о Грузии, которая переживает очередной кризис внутриполитический. Собственно, мы этим тоже мало отличаемся от нее. С другой стороны, мы поговорили... И мы, и они пережили это. Да. С другой стороны, поговорили о конституционной реформе, поговорили о выборах в органы местного самоуправления и поговорили о том, почему, в общем-то, что мешает развитию партийного строительства в Абхазии. Я прощаюсь с вами. Астамур, спасибо большое. До скорых встреч.